Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 25 апреля, понедельник, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. На часах в Якутске 19:07. Телефон прямого эфира 35 33 10. Мы, как всегда, рады вашим звонкам, интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях председатель Общественной палаты Республики Саха-Якутия Вячеслав Алексеев. Вячеслав Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Вячеслав Петрович, вот начинаю с таких не вполне, может быть, серьезных вопросов. Ну вот смотрите, в ЦИОМ 14 апреля опубликовал такие данные, что индекс социальных настроений относительно ситуации в стране заметно улучшил свое положение. Показатель в марте сумел преодолеть негативную динамику и поднялся до 51 пункта по сравнению с 44 пунктами в феврале. Также есть общий тренд на повышение индекса социальных ожиданий, который, правда, не поднимается пока из отрицательных значений, но это не важно, он все равно чуть-чуть поднимается. Вот и в ЦИОМ пишет, что заголовок такой: социальное настроение россиян, двоеточие, оттепель. Да. Что влияет? И вообще, согласны ли вы вот с этими показателями, ну, каких-то вот действительно улучшения социальных настроений россиян? Ну, во-первых, весна, все же люди надеются на лучшее. И, во-вторых, все же рост стоимости нефти тоже, видимо, играет определенную роль. Но всегда мы ожидаем лучшего. Ну, понятно. Сезон охоты открывается скоро. Да. Хорошо. Вячеслав Петрович, мимо этого события пройти невозможно. 22 апреля, в пятницу, Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект приняла пока еще, да, о дальневосточном гектаре, так называемом. Как вы оцениваете, каков вклад общественных организаций, Общественной палаты Республики Саха-Якутия в принятии тех поправок, которые вот были, собственно говоря, внесены ко второму чтению? Вообще, сам по себе закон по гектару дальневосточной земли, он очень такой, на злобу дня для нас, жителей Якутии, потому что мы живем на земле, питаемся, и вообще для нас земля – это все. И потому особенно был интерес высок в этом плане, и общественности в том числе. Значит, и в этом плане, ну, я думаю, что мы сделали все возможное. Значит, дважды мы принимали участие в обсуждении в Общественной палате Российской Федерации, обсуждали, значит, на нашей площадке руководство нашей республики, правительство, Государственное собрание ЛТМН, все общественные организации, значит, каждый в меру своих возможностей работал в этом плане. На уровне Общественной палаты нашей республики мы образовали экспертную группу, и вот даже на одном из заседаний, практически в течение 5 часов, с приглашением всех партий, всех общественных движений, обсуждали данный вопрос, и после данного обсуждения мы приняли свои поправки, сделали таблицу, отправили, и в результате всех этих наших разговоров, значит, последним, практически перед принятием федерального закона, ну, сегодня проект, он ушел в федеральное собрание, да. Значит, шло обсуждение на площадке Общественной палаты Российской Федерации, где приехавшие с нашей республики приняли самое активное участие. И надо сказать, что практически в обсуждении данного законопроекта в основном принимала участие Якутия, потому что этот вопрос действительно для нас очень больной и очень злободневный. Практически все, что было предложено, сегодня принято. Ну и будем надеяться, что в ходе принятия, после принятия закона, значит, мы будем работать. Общественная палата проводила еще в начале, значит, селекторное совещание со всеми главами районов. Мы поставили задачу в том, чтобы все земли, которые сегодня закреплены за жителями нашей республики, они были зарегистрированы и приобрели право собственности. Это, во-первых, на сегодня мы проводим мониторинг. К сожалению, не все районы отзываются, но все-таки добьемся, чтобы до введения в действие этого законопроекта все земли у нас все-таки найдут своих хозяев. Ну, вы уж добивайтесь, пожалуйста. 23 марта, чуть более месяца назад, глава
глава Республики Саха-Якутия, встречался с членами Общественной палаты республики, на которой были определены задачи на ближайшую перспективу. Но до задач, вот скажите, пожалуйста, вы бы согласились с главой о том, что Общественная палата пока выглядит параллельной структурой в ряду остальных организаций? Я цитирую буквально. У нас 30 секунд до рекламы, Да. поэтому да, нет. Ну, вот как? Да и согласитесь? нет. И да, и нет. Ну, хорошо, мы продолжим, наверное, чуть позже. Вы расскажете, в чем да, а в чем Да. нет. У нас сейчас реклама, после которой мы вернемся и продолжим разговор. Мы вновь в студии, и я напоминаю, что в гостях у нас председатель Общественной палаты Республики Саха-Якутия Вячеслав Петрович Алексеев. Вячеслав Петрович, продолжим. Так в чем согласие и нет согласия с главой? Так, ну, в целом, Егор Афанасьевич сказал, что Общественная палата состоялась, Так. и то, что сегодня, значит, сегодня мы начали в полном объеме выполнять закон об общественной палате и об общественном контроле, это говорит об одном. Но с другой стороны, действительно, мы образовали очень много комиссий и начали работу уже немножко дублируя органы исполнительной власти и так далее. Вот в этом плане, да, Да, понятно. Егор Афанасьевич прав. Мы должны обеспечить взаимодействие значит, общественных организаций, некоммерческих организаций, ассоциаций, союзов творческих с органами государственной власти и местного самоуправления. Но мы этим делом занимаемся, но, к сожалению, иногда действительно мы шли вперед и даже, ну, иногда контролирующие функции у нас возобладали. И в этом плане, ну, честно говоря, мы это делали во исполнении закона, но нам сказали, что вы становитесь чиновниками. Хотя мы выражали интересы жителей республики. И, значит, ну, в том числе и газохимический завод, и другие проекты. Но сегодня, надо сказать, мы подписали соглашение с правительством, с Государственным собранием ЛТМН. Сегодня мы вплотную займемся вопросами экспертизы нормативно-правовых актов и республиканских, федеральных законов. И в этом плане, да, работа усилится. С какого времени? А вот, в принципе, мы занимаемся этими делами. Мы у себя перестроили немножко работу общественной палаты. Ну, я об этом говорил Егору Афанасьевичу. К сожалению, мы все сделали так, как должно быть, но некоторые члены общественной палаты, к сожалению, работают неактивно. Поэтому бывает. от некоторых просто освободили и назначили активных людей, и сейчас уже костяк сложился. Хорошо, и в Государственной Думе так, кстати, бывает. У нас есть звонок, будьте добры, представьте, пожалуйста, вы в эфире, и ваш вопрос гостю. Ага, добрый день. Добрый день. Вячеслав Петрович. Это житель города Якутска беспокоит вас. Да-да-да, пожалуйста, ваш вопрос. Я хотел бы уточнить вот насчет обсуждаемой вопроса в интернете, да, по нашествию варягов в силовые структуры республики. Какое мнение имеет Общественная палата по этому вопросу? Ну, хорошо, ваш вопрос понятен. Ну, по каждому резонансному выступлению в средствах массовой информации у нас имеется имиджевая комиссия. И эта имиджевая комиссия, значит, с привлечением всех экспертов мы займемся и всегда выдаем свои рекомендации. Но то, что сегодня пишут, ну, к сожалению, оно все основано на фактах. То, что есть, вот пишут. Но это, конечно, не украшает наши силовые структуры. Но, тем не менее, мы многими вопросами, ну, в рамках вот именно имиджевой нашей комиссии по резонансным выступлениям обращаемся и рассматриваем эти вопросы и вносим свои предложения. Вячеслав Петрович, продолжим. Итак, задачи на ближайшую перспективу для Общественной палаты. Что за задача? Так, для нас прежде всего указом главы республики Общественная палата у нас назначена координатором внедрения стандартов открытости органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. И, значит, главным в этом плане у нас сегодня является создание общественных советов при органах исполнительной власти. У нас 45 органов, и практически сегодня во всех созданы советы. Теперь, значит, в органах местного самоуправления до наследов, включая районы, сегодня также создаются общественные советы, и они начинают активно работать. Вот наша главная задача сегодня оказать им практическую, методическую помощь, это одно. И во-вторых, значит, Егор Афанасьевич в этом плане нас
поддержал, мы должны привести в соответствие формирование данных общественных советов указу президента Российской Федерации, где говорится о том, что 75% должны формироваться с участием общественной палаты, 25% это действительно эксперты в своей области. На уровне Российской Федерации сегодня такое формирование идет, положение разработано, и вот сегодня мы должны переложить, и вот состоялся форум, ну, о форуме, видимо, О форуме отдельно. чуть-чуть попозже, да. Усилили ли вы общественный контроль, о котором говорилось на встрече с главой, за мероприятиями, посвященными Году благоустройства? Да, данный вопрос, значит, мы рассмотрели на пленарном заседании Общественной палаты с приглашением всех районов. Значит, это шла трансляция на всю республику. Значит, мы с органами исполнительной власти практически обсудили, каким образом, значит, в этом году у нас будет год благоустройства проходить по всем выделяемым средствам и так далее. И вот Егор Афанасьевич дал нам поручение провести общественный контроль за использованием средств. Ну и, конечно, контроль это одно, и принять активное участие в реализации данных вопросов. И еще Егор Афанасьевич поставил перед нами задачу о том, чтобы мы провели общественный контроль за строительством социально значимых объектов. К сожалению, сегодня качество строительства хромает, и вот поэтому он дал поручение, чтобы все объекты принимались после общественной экспертизы. Да. Строительство данных объектов. Ну, мы провели в этом плане совещание, обговорили с нашим стройжилнадзором, со строительством и с другими, значит, и исполнительными органами, каким образом нам сегодня в этом плане работать. На экспертизу профессионала, может быть, даже? Да, вот, значит, сегодня вся сложность в том, что ряд социальных объектов, в том числе строительство домов до 3 этажей, практически, значит, не подвергается контролю со стороны жилстройнадзора. Прокуратура за этим очень надзирает, но по обращению граждан и общественной палаты в рамках общественного контроля, значит, мы в качестве экспертов их имеем право привлечь и провести любую экспертизу. Этим правом мы воспользуемся. Понятно, понятно. Насколько плотно, Вячеслав Петрович, участвует Общественная палата в разработке стратегии, проекта программы «Стратегии 2030»? Так, по стратегии 2030, значит, мы у себя также обсуждали и на Совете Общественной палаты, значит, дали поручение нашим общественным советам, потому что общественные советы, они у нас сегодня являются, одними из тех органов, экспертов в этой области, и на уровне республики образована межведомственная комиссия, куда мы входим, мы все свои предложения собираем и рекомендации даем в эту комиссию. Действительно, это наше будущее, и общественность сегодня заинтересована, но все поступающие предложения мы собираем и даем в эту комиссию. Понятно. Конституционная комиссия когда может рассмотреть предложение о наделении Общественной палаты Республики Саха-Якутия правом законодательной инициативы? И, может быть, вы скажете, в скольких субъектах Федерации Общественная палата наделена таким правом? Так, по Дальнему Востоку у нас правом законодательной инициативы обладает Общественная палата Еврейской автономной области. Значит, в Российской Федерации есть несколько регионов, но в целом для нас это было неожиданностью, то, что Егор Афанасьевич предложил. Но, с другой стороны, значит, это сегодня нам даст большой импульс в повышении эффективности работы Общественной палаты. В прошлом году у нас на уровне Общественной палаты Российской Федерации была встреча с председателем Государственной Думы, где он на эти вопросы тоже обращал внимание, сказал, что, во-первых, экспертиза общественная сегодня крайне необходима, нулевые чтения, этим делом мы займемся, и плюс мониторинг исполнения, потому что большинство тех предложений, которые идут от общественности, они принимаются, но часть не принимается, но потом жизнь еще раз подтверждает, что они были правы. Поэтому он говорит, вы следите и, значит, начните предложения. Этим правом будем пользоваться. А право законодательной инициативы даст нам более эффективно действовать. Более широкий инструмент. Да. Абсолютно точно. Итак, форум активных граждан сообщества 19-20 апреля в Хабаровске. Как была представлена Общественная палата Республики? Так, Общественная палата, нас выехало 6 человек.
6 человек, но в целом было 25 человек от республики. Мы приняли участие на всех площадках, будем говорить, да. Но до этого... А сколько было площадок? 4 площадки было, 4 площадки, на которых обсуждались многие вопросы. Вот мы тоже приняли, выступали. Значит, из 31 проекта, к сожалению, туда, значит, прошел только один проект. Ну и плюс, значит, с нами поехал Роман Пещерев, он, значит, тоже со своей программой выступил. Представлял. Сейчас, Вячеслав Петрович, давайте примем звонок. Не так много времени остается. Тем не менее, будьте добры, представьтесь, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос гостю. Да, здравствуйте. Меня зовут Алексеева Мария Егоровна. Я Очень приятно. пенсионерка, мне 52 года. Очень приятно. Ваш вопрос, пожалуйста. Я хотела спросить вот у Алексеева Вячеслава. У нас вот общественная палата, да? Чем занимается? Вот он контролирующий орган. И какова их зарплата? Не слишком ли много у нас контролирующих органов? Спасибо за вопрос. Так, общественная палата обеспечивает взаимодействие общественных организаций, НКО и так далее с органами исполнительной власти, местного самоуправления. Все мы общественники, работаем, значит, будем говорить, отрываясь от своей основной работы, и поэтому у нас зарплаты никто не получает. Единственное, значит, у нас должен быть аппарат. Вот в Хабаровске мы были в аппарате, там 6 человек. Аппарат общественной палаты – это тот орган, который должен помогать, значит, всем общественным организациям, значит, проводить и юридическую экспертизу, и социальные проекты и так далее. Он должен быть помощником общественных организаций но он должен быть своего рода ресурсным центром. Вячеслав Петрович, давайте вернемся к форуму. Вот цитата из Александра Юрьевича Соловьева, буквально сегодняшняя. Те вопросы, которые поднимались на форуме, мы давно уже решили или находимся в стадии решения. Ну что, действительно, что ли, все решили? Или в стадии решения? Ну, в части того, что сказал Александр Юрьевич, ну, прежде всего на сообществе в прошлом году и в этом году поднимали вопросы, связанные с взаимодействием с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Полминуты буквально. Да, к сожалению, и на Дальнем Востоке имеются очень большие сложности, а у нас был департамент гражданских инициатив. Сегодня создано целое министерство, в котором практически объединены все вопросы, которые идут в пользу общественникам. Вот об этом разговор. Да. Спасибо вам большое. Вынуждены попрощаться. Председатель общественной палаты был у нас в гостях. Всего вам доброго. До свидания.